Поздравляю команду «Шахтер» с победой. Сегодня обе команды продемонстрировали хороший, качественный футбол. Была интересная, жесткая, боеголовая борьба. Таких матчей не так много в чемпионате. К сожалению, не удалось нам реализовать те моменты, которые мы создали, и было достаточно. Без удачи ничего не бывает. Сегодня была удача на стороне Солигорска, с чем я их поздравляю. Свою команду мне тяжело упрекнуть, поэтому играли мы неплохо сегодня. Спасибо. Есть ли вопросы? Михаил Даль, Пресс-Бол. Скажите, пожалуйста, не хватало ли вам Николая Януша, если бы он был в матче сегодня? Сейчас тяжело судить, хватало бы или нет. Коля в этом чемпионате нам помог, провел хороший сезон и является лидером по гол плюс пас. Поэтому сейчас мы заранее знали, что его не будет, поэтому строили сейчас гадать на кофейной гуще. Конечно, может быть, если бы какие-то с ним было бы больше ротации. Спасибо. Еще вопросы? Команда на двоих сделали 45 фолов. Это много или мало? Ну, если вы видели, вообще ребята уважительно относились друг к другу. Это была очень такая хорошая мужская борьба, без подлости. Было много эмоций, было много борьбы, поэтому я не думаю, что и Солигорский или Гродно кто-то хотел кого-то там еще понести травму. Была хорошая борьба, и думаю, что достаточно неплохое судейство, поэтому я говорю, таких игр не хватает. То есть это было больше жесткость, чем грубость, да, такая? Ну, конечно, какая здесь грубость была. Игрались, и потом никаких там. Все еще вопросы, Андрей, пожалуйста. Что-то насколько серьезно в контакте повреждения? Ну, он приводящий, он как бы чувствовал немножко, как бы уже в перерыве. Вот, поэтому он пропускает следующий матч, поэтому есть время вылечиться. Но всегда после матча сборных у нас все-таки уезжает группа игроков. Есть проблемки. Одна группа работала по плану здесь на 9 дней. Контрольный матч, а вторая была сборных. Одни играли грамотно, 2 матча полных сыграл. Ковалев 1 матч, кто-то вообще не играл. Поэтому момент понимания состояния футболистов и взаимодействия отложил отпечаток. Но это тоже есть соперник, может, и не уступчивый, особенно нападающий первый Дженко, достаточно такой нападающий известный, в Африке известный. Мы его знаем хорошо, раньше еще. Поэтому понимали, что будет непросто с ним. Он сейчас фору набирает, все лучше и лучше. И вот так немножко, особенно первый тайм, второй пытался мяч, сохранял хорошо мяч. Потом заставлял трудности, мы подстраивались. Такая игра боевая была. Почти хватило второго гола. Были моменты хорошие, мы не забили. Поэтому невольно оставалось. И в моментах и у гостей, когда рикошет там попал Андрей Климович. Ну, я думаю, все равно были ближе к победе, не должны были выиграть матч. Тем более трудная ситуация так складывается, что надо выиграть каждый матч сейчас. Ну, ребята молодцы, силы отдали. Понимая, что есть там микротравмы и так далее, мы знаем, какие у нас проблемы. Понимали, что игра будет трудная. Слава Богу, что это. Спасибо. Есть ли вопросы? Михаил Даль, Пресс-Бол. Скажите, пожалуйста, в матче с Гомелем у вас 3 минуты отыграл Игорь Кузьминок, а сегодня он вообще не был заявлен. Какой встречи? Ну, есть стратегия замен. Бардачев, Шагун, 2 защитника уже есть. Третьего протокола. Не потому, что он плохой, хороший Игорь. Хорошо работает, но готов ли он выйти в составе точно. Но есть конкуренция и позиция, по позициям получается. Мы не можем 3 защитников, а в средней линии хватать игроков. Только поэтому ротационные вещи. Спасибо. Андрей, Московская трибуна. Вы сегодня в самой концовке сделали не самую такую популярную штуку у нас, да, в чемпионате. Отменили замену, которую хотели провести. Почему? Потому что мало времени оставалось у Бардачева там? Или... Нет, мы с ним вместе как бы провели мини-конференцию с ним вдвоем. И понимали, что если сейчас будет замена, то и будет еще 30-40 секунд добавлено смысла стратегической. Я тоже, может, не надо, или да, мы не будем делать. Просто мы так решили. Почему вообще? Ну, потому что во времени мы хотели, сначала было желание то, что доставки вот вперед, там 2 больших, он поможет побороться сверху, а потом уже посмотрели на время, мяч у нас, и заменять игрока, потом еще повлечет 40 секунд,
возможно, будет потеря мяча, мяч остался все время у нас, поэтому мы решили паузу взять. Вы выпустили одну замену, ну, по большому счету, да, выпустили Громыка вместо Бакара. Почему именно Громыка выпустили, который мало играет у вас в активе? И почему одна? То есть вы не видели, чем как-то можно усилить еще? Ну, Громык, во-первых, играет уже. Он сыграл полный матч в Городе недавно, одну игру назад. До паузы. И в Гомеле сыграл. Поэтому он сегодня в хорошей форме. Значит, 2 матча на сборную сыграл полностью. Как раз таки он должен играть. И сегодня он нам нужен. Вот. А замен. Ну, у нас сейчас молодежь в основном. И учитывая, что Эмбонд не играл ни одного матча на сборную, практически на тайме не сыграл. Такая неясная ситуация с ним в его состоянии. Шимунович тоже не крайних, а Бека надо было крайне менять. То есть Козлов не попал в заявку. То есть от игры сходит, так получилось. Пожалуйста. Команда двоих нанизывали 45 фолов. Вот Игорь Ковалевич сказал, что игра была не грубая, но такая жесткая мужская боевая. Вот эта цифра, она как вы плане оцениваете? Ну, мы играем и призываем играть в интенсивный футбол и достаточно агрессивно в плане прессинга. Ну, иногда, так сказать, в тренировочном процессе у нас даже пожестче игра идет. В тренировочном процессе. И видно перехлёст, то, что мы настраиваем на прессинг, на давление, на агрессию. И задача сегодня была вообще сверхинтенсивно играть, чтобы изматывать соперника. В принципе, мы это сделали, мы забили как раз на той минуте, который планируется примерно, когда соперника пространство. Мы заставляем ошибаться его. Поэтому иногда эмоции, мы в перерыве стали ребятами, они даже сами друг другу говорят, давайте эмоции сбросим, мы слишком много нарушаем. Хотим позиции силы, и эта сила немножко на разум превышает. Составляющая эмоционально немножко выштавливается. Нужно найти баланс такой, поэтому если мы, конечно, не хотим, чтобы Фадиди так не нарушали, но так получается. Сам тренировочный процесс на это направлен. У нас ребята говорят, иногда, что тренироваться тяжелее, чем играть. Но Неман тоже отвечал. Как бы... Ну, завелись, тоже бились, они хотят, это нормально. Пожалуйста. Буквально, по-моему, вчера главный тренер национальной сборной Беларуси выступил с предложением перенести один из туров чемпионата, чтобы сборной было удобнее подготовиться к ноябрьским матчам с Люксембургом. Насколько вообще... Март. Не знаю, когда, после матча, но может быть, да. Мы сегодня сыграем, а когда играть? Как вы к этому вообще Я не относитесь? вижу, Потому что я не вижу, как надо зимой играть. Смысл какой. Ведь планирование календаря и календарь сборной был заранее известен. Поэтому я думаю, это немножко нелогично. Не всегда на пользу идет, кстати, для сборной в том числе. Мы ломаем структуры и подготовки футболистов, в частности в клубах. Вот там 4 числа, если мы сыграем условно, а некоторые 2, ну, следующая игра будет 24-го, это сборы проводить полноценных, в Турцию лететь куда-то. И куда перенести? На декабре месяц, когда, возможно, будет мороз уже. Зачем? Я думаю, сборная должна, мне кажется, больше акцентировать внимание на качестве подготовки в плане психологии больше. Сейчас футболисты у нас и так достаточно неплохо физически готовы, поэтому там готовить физически нет смысла. Тактически, да, возможно, но ребята все опыта не играют. Я думаю, что это будет нерезонно. Помешает не только нам, если это минус идет, вот, а сборной тоже я верю, что это польза большая. Правда, это мое мнение, я там виднее, естественно, что они видят, какая проблема. Но мне кажется, нужно все-таки. Планирование оно уже было, оно давно расписано все. Поэтому там весь сборный план наверняка уже решил. Да, я понимаю его прекрасно. Хочется, возможно, что-то еще сделать, доработать. Ну, я думаю, что это не совсем верно это.